Среди городов Поволжья Чебоксары, столица Чувашии, один из самых красивых. Силуэт города, его архитектурное пространство удачно дополняют монументы, установленные на главных улицах и площадях. Одни из них воплощают идею национального единства, другие напоминают о недавней истории. Но, пожалуй, самым оригинальным стал памятник чувашской вышивки. В узорах и знаках ее орнаментов в образной форме закодированы основные символы жизни чувашского народа. Раньше девочек начинали обучать рукоделию с 5-6 лет. Вышивкой украшались национальные костюмы, занавеси, скатерти, полотенца и, конечно же, свадебное платье. По рисунку вышивки можно было прочитать историю жизни мастерицы. Богат ли ее дом, сколько у нее детей, счастлива ли она в замужестве. Все эти и много других секретов рукоделия знает народный мастер России Мария Васильевна Симакова. Мне эта вышивка очень нравится. У нас она многошовная. Вот наши чувашские вышивки, много швов. Ну, я все швы, конечно, не использую. 32 шва по названиям. 32 шва на одно изделие никак невозможно. Это не рисунок получается. В основном вот, на каждое изделие можно 5-6 швов разные использовать. Они по-разному выполняются. Вот здесь вот на этой вышивке вот салфетка, она небольшая, ну и то вот крестик, вот это косая стежка, это мудреный шов. Вот здесь вот это роспись, вот это по черным, вот эта обводка. А здесь вот эти вот заполняется косая стежка, косая стежка называется. А это вот счетная гладь. Вот сколько их теперь получается, посмотрите. 1, 2, вот 3, 4, 5, 6 названий уже идет тут вот в этой такой небольшой салфеточке. Я даже рада, что я этим занимаюсь, этой вышивкой. Разрабатываю рисунки. Один и тот же рисунок мне уж как-то я не могу выполнять, одно и то же тиражировать. Мне хочется новые работы делать. Вышивками Марии Васильевны украшены и сценические костюмы семейного ансамбля «Клад» из деревни Лабракаса. Знакомьтесь, Лев Алексеевич Иванов и его жена Наташа – работники сельского клуба. Настя и Алеша – студенты музыкального училища. Анна Алексеевна и Елена Александровна – бабушки. Главная в семье – младшая дочка Александр, Алекса. В свои 3,5 года она уже владеет 2 языками – чувашским и русским. Мишка госула принигала лучше. Сейчас гаджа пригала. Гаджер, гаджага, кугар, магар, милага, кершегайна бахчана, кубастана, кашлама. Нарт, кавагар,
День в этом доме, как и у всех в деревне, начинается рано. У младших тоже есть своя доля работы. Они лучше росли. Корень седимин. Это то есть помогает пищеварительной системе поросят. И тут комплекс витаминов для лучшего роста. Левит. Да, петушка вышла. Он женщина тоже молоко оставила, пошла на ферму на работу. Вернулась. Вот кому надо пораньше на работу идти, вот молоко приходит, оставляют, сами пошли на работу. А мы потом пойдем, сдаем это молоко. Вот, вон тоже бабушка идет. Вот сначала коров держали у кого только по одной корове. Сейчас уже держим. Мы вот, например, 2 коровы сейчас у нас. Есть по 3 коровы держат уже. Вот там одно хозяйство есть. Выгоняют 7 голов. Доит, видимо, или 6, или 7. Ну, точно не знаю. Потому что сейчас молоко сдаем. Есть какая-то выгода. Вот. Айда, чварни уже пролаек, кул завет кармит 4.
Все, и капла-картла. Вот шабладу, есть шапочка. Кто? Вот. Еще плотник можно. Цена. Женя, уверенности набери. Давай. Сан весь пулать, весь лайф пулать. Ласка, мазры. Давайте отхаркайтесь. И тональность нормальный, да? Все, давайте еще раз. Давайте.